Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Это будет славная охота. Бывает такое. А на какие темы-то общаетесь с адекватными людьми? А вы? Охота, рыбалка, хобби. Если хобби, то какое? Резьба по дереву, по кости, по камню. Мотоциклы. Чай, кофе, поебемся. О, бля, Вот это интересно. охуенно. Ну классно. Это, я так понимаю, резьба? Это, короче говоря, это не что иное, как полимерная глина, А, полимерная глина, я понял. которая потом тоже глиномет. запекается и превращается в очень такое довольно-таки Ну, твердое я вещество. понял. Ну, это вот типа вот это, да? Да, да, типа того, да. Я вот все время забываю это название полимерная глина. Это вы сами творите, лепите, да, грубо говоря? Да, я леплю, но это хобби. Достойно. Ну, А в Германию откуда переехали или там родились? из Или как? Новосибирска. Я родился в Новосибирске. Я сибиряк. А, с Новосибирска. Я с города Белгород. Ну, сейчас в городе Белгороде живу. Ага. А гляжу, так вам байкерская тематика так не чужда, да? Нет, у меня Харлей. Хуи. Достойно. А Если посмотри- что-то говорит, Харлей это Road King. Я понял. Крузерный. Ну, круизный. Ну да, я на нем по Альпам езжу тут. Это все равно, что на быка сесть, блин, и переться. Ну, надо, он и на Эверест заберется. Ну, понятно. Хотя ему уже 20 лет, ну, таскает. А вот это, такой вопрос. А затратно содержать мотоцикл? Ну, в Германии все затратно. Понял. Вдвойне, если, допустим, ты круглый год катаешься, а если не круглый год, ты можешь его снять с учета на полгода, и тогда он ничего тебе не будет стоить. Но зато у меня машина стоит круглогодичная, за которую тоже надо платить. Ну, я понимаю прекрасно. Да, господи, за что не надо? Вон у меня лежит собака, за нее тоже плачу. Ну, вон валяется. Рыжик. Ну, это красавец или красавица? Это красавица. Это красавица. девочка. Это немецкий сторожевик Ховалар. Редкая порода. Даже для Германии редко. Хотя ее здесь с 13 столетия выводят. Но они настолько своенравные, что их не хотят в полицию брать. Ну, это ж хорошо, когда у собаки есть свой характер. Естественно, поэтому мы с ним и живем душа в душу. Ну, встретились два характера. У него одна печаль, вернее, забота. Печаль, забота. Это охранять мой дом и охранять меня. Он больше ничего не хочет. И я это как бы признаю. А как зовут девочку? Это не девочка, это мальчик, это Рекс. Мальчик. Ну что, ну, Да, это Рекс. Я когда хотел взять себе Хававарта, меня первого просто отравили в 6 лет. Вот. И я решил себе второго Хававарта взять. Я уже знал, что это за собака. Ну и придумал два имени, Рекс и Рой. Поехал. А заводчики, они, как правило, ну, у них есть буква, допустим, помета, да? ну да. Они на эту букву называют весь помет, чтобы, ну, знали, от какого помета, от кого это. Ну да, чтобы потом не путаться. Да, это было R. Поэтому я искал на букву R. И когда я приехал, тот щенок, который мне понравился, он был самый крупный, доминантный, агрессивный. Ей не надо было его брать.
но мне было все равно. Я спросил, как его зовут, они сказали Рекс. Я говорю, ну все. И когда я его повез домой, я понял, что это никакой не Рой, это действительно Рекс. Это зверюга. Это Ну, я понял. зверюга, бля, он чуть не разбился. Вот. А потом мы с ним подружились, и с тех пор мы 24 часа с ним вместе. Вот. Это единственный человек, который меня любит просто так. Но согласен с вами, да. Ни за что. Просто то, что я существую, он меня за это любит. Мне не надо перед ним ничего выделываться, да. Ну, это понятно. Вот. Завтра мы с ним пойдем по грибы. Он тоже это обожает. У него там лисы знакомые, он их гоняет. Да, но так, Лиза законы гоняет. Да. Ну, так тоже. да, но так как он сторожевик, да, он не может быстро бегать. Поэтому спокойно. Я слышу, он как лось несется по лесу, да, сшибает все на своем пути. Тач Рекс в погоне. Ну, ни разу он, конечно, не поймал. Да, господи, он даже зайца поймать не сможет. Ну, для него это как бы развлекуха. Да, он просто развлекается. Я пытался его научить плавать. Залез в воду. У меня 2 озера здесь рядом. У меня дача стоит на озере. Залез в воду и делаю вид, что я тону. Кричу: Рекс, Рекс, я тону. И читаю по глазам его: хозяин, ты охерел, там вот так, вылазь нахуй. Он не полез. Типа где-то меня обманывают. Не, он не полез, они очень умные. Однажды я пытался отучить его жрать со стола, то есть тащить, воровать со стола. При мне он ничего не делает, но если я уйду, он может пачку масла стащить и сожрать чекушку. Потом очень красивый такой листочек металлический фольги Упаковки. от Упаковки. маски остается, да. Такой, Вот. такой отглаженный. Отглаженный совершенно. Я думаю, кто фантики бросил, блядь, а это он. Ну и, короче говоря, я снял видео. Юрик, я у меня надеюсь, даже ты видео пишешь. есть на эту тему. Я положил кусок хороший, привязал его ниткой к кастрюлям, к ложкам и так далее, и ушел. Ну, потянул. Естественно, он потянул. И это как бряхнулось, да, он как ломанулся оттуда. Ну, надо признать, на второй раз он пришел, посмотрел, вот так видно было, нитку проследил, сказал нет, и ушел. Ну, И красивый. воруют только тогда, когда нитки нет, его не проведешь. Красивый Нет, пес. это красавец, он еще растет. Он еще немножко растет. Он, как бы ему 2 года, Рекс, иди сюда, иди ко мне. Иди, мой мальчик, иди. Ай, красавец какой. Он обалденный, это высота 72 сантиметра, 45 килограмм, и прикус выше, чем у овчарки, где-то 1000 у него тонна. Вкус у него тонна. Ну, я был. Захват. Ну, красавец, красавец. Это просто чудесная собака, но она не для всех. Не для всех. Да? Согласен. Согласен. Сядь, Марик, сядь. Да? О, Вот так, отстань, я не в духе. ну, он сознался, что он красавец. Ну, Да, что да, тебе да, да, надо? да. Оп, оп. Он обожает меня, так же, как я. Ты знаешь, я ночью проснусь, я один живу, а он храпит рядом. Он ложится рядом со мной и храпит. Ну, это такое классное чувство, когда просыпаешься, а рядом с тобой кто-то есть, да? Никогда не чувствуешь одиночества. Я говорю, завтра загребаем подел, ох, он повеселимся. Любит ли? А у вас вот гитара стоит, вы играете или это так? Да, я играю, но я любитель, я играю в основном песни собственного сочинения, и они все матершинные. Касьян вдруг можешь сыграть. И, подождите, вот меня зовут Андрей. Вас как Меня звать, зовут- Валерий? Меня зовут Эдуард. Эдуард. Вы знаете, что такое Дискорд? Нет. Блин, вот плохо. У нас просто на Дискорде есть Эльдар тоже, он как бы он самоучка, но играет на гитаре просто звон. Я этим не отличаюсь. Я играю, ну, сколько мне позволяет моя самоучность. Да? Дело в том, что у меня слишком много увлечений, я не зацикливаюсь. Это хорошо. Да, я работаю в 3D графике, да, я художник. Ну, Ну я видел, я видел, да. А, вы еще картины пишете? Да, я
художник, немножко скульптор. Я пишу книги, я пишу статьи для русских журналов, немецких журналов. И да, это одно из, скажем так, я не зацикливаюсь на чем-то, на чем-то. Эдуард, еще такой вопрос. Можно будет с вами ролик выставить у меня на канале? А без проблем. Я сам блогер. Просто вы сейчас нет, не на Ютубе, вы просто в записи в Дискорде. Я пишу. Это, пожалуйста, всегда, потому что как бы Потому что у меня такой агрессивный канал общения там с некоторыми людьми. Иногда надо разбавлять ролики вот таким хорошим общением. Ну да. Дело в том, что да, я думал себе сделать такой канал, назвать его в дебрях чат рулетка, но подумал до меня. У меня канал, где у меня обучаются молодые фотографы из России, 11 тысяч у меня подписчиков. Но это не подписчики. Канал как называется? Сейчас напишу. Это... Да вы так скажите, чтобы я потом в записи просто. Эдвард Петер. Эдвард Петер. Петер. Эдвард Петер. Стоит зайти Эдвард Петер на ютубе, и вот он я. Да? То есть Хорошо, у меня да. не подписчики, у меня ученики, скажем так. И я обучаю бесплатно совершенно. Мало того, у меня там есть, можно скачать, вот, кстати, хорошо, что если канал, да, для ваших подписчиков. У меня там есть книга, она бесплатная, для русских подписчиков она бесплатная. Даже можно не подписываться, просто прийти и скачать книгу по предметной фотографии. Я ее перевел на русский язык, стоит линк, пожалуйста, качайте. Хотя для немцев она стоит 25 евро, для русских она бесплатна. Все, огромное спасибо. Пожалуйста. Кто, ребята, увлекаются этим делом? Я Да, надеюсь. кто увлекается, пожалуйста. Или у меня нет цели зазвать себе на канал, у меня нет цели набрать подписчиков много, лайков, там, комментариев. Я просто отдаю свои 30 лет своей профессиональной деятельности бесплатно вот так. Но это, как вы делитесь опытом. Да, я делюсь Жизненным, своим. профессиональным. Да, потому что передо мной стоит опыт Страдивари, который помер и ничего не оставил. И моя внучка до сих пор играет на каких-то дровах. А могла бы играть на скрипке Страдивари. Согласен. Да. Опыт надо передавать. Надо передавать. Нельзя Потому его что забирать. опыт потом прирастает еще какие-то знания, потом еще и развивается. Нельзя это забирать с собой. Так же, как Никола Тесла. Да люди плевали на этот газ, на этот нефть, на все, плевали бы. Но он забрал с собой. Ну, я понимаю. Была альтернативная какая-то энергия, Да, но... он был очень обижен, он ушел, я понимаю. Вот. И много таких, которые просто забрали с собой. А ведь наше существование здесь, оно, как многие говорят, а в чем смысл жизни? Смысл жизни очень простой. Ты должен отдавать, но не всем, только тем, которым это нужно. Ты должен помогать, и опять же не всем, а только тем, кому это действительно поможет. Я приведу пример. Ты можешь отдать бомжу $100 в переходе. Он перепьет, переколется и умрет. Ты помог ему? Ты ему не помог. А вот если я увижу на улице художника, который скромно выставил свою первую работу, я у него куплю. Я ему внушу, что его деятельность, она приносит плоды, и дам ему развить вот это. И ты должен отдавать. Это, знаете, Отдает все, что может. знаете, Эдуард, извините, вас перебью. Недавно смотрел тоже, не помню где, в интернете, статья была в Индии, там, миллионер, скажем так, он выставил там по килограмму муки бесплатно. Да. Кому нужно, берите. Ну и кому нужно, тот взял, а в муке было там 1000 их динариев. То есть вот он это скрыл, вот кому это нужно, вот нуждающимся, вот, людям, да, у которых не хватает денег даже на муку. В России тоже есть такие. Я вот сейчас прочитал. Взяли в Рязани чувака, он взломал банк, взял 850 тысяч, когда к нему пришли, у него осталось 27. Он все раздал. Все. То есть Робин Гуды еще не перевели, слава богу. Свободу Юрию Деточкину, да? Да. Да, вот я бы ему, конечно, дал свободу. Андрей, а где вы? Город Белгород сейчас.
Белгород. Белгород это же... Подожди, это... Граница Это с, не- граница с Украиной. Это граница уже с Украиной. Но я же Ну, думаю, что это граница. 47 километров до Харькова. Чем вы занимаетесь? Я автомеханик. Автомеханик. Ага. А блок у вас посвящен чему? Ой, ничему. Тут такое. Таежник 2, если хотите, заходите. Таежник просто замотан, таежник 2. Сейчас пока Понятно. размотан. Ну, я Ну посмотрю. там разные. Вот тоже до вас был парень, ну не до вас, а на неделю назад. Был парень со Львова, кузнец. Влад. Ага, И это вот показывал мне вот это латы, вот эти перчатки, наколенники. ага. Блин, ну интересно так. И Люди такой вот шлемы. мастеровые. Меня всегда мастеровые люди восхищали. Вот я как бы Согласен с вами. в том плане, сейчас я покажу одну вещь. Я люблю работать в стиле стимпанка. И вот у меня есть вот такая скульптура. Вообще обалденно. Охуенно. Вообще Да, обалденно. Это стимпанк, это чистый стимпанк, да, и мне вот нравятся такие вещи, да. Ну, блин, просто офигительно. Не хочу материться, но это высшая Да, степень но, похвалы. говоря, и еще я очень люблю юмор. И поэтому у меня есть избушка на курьих ножках. Вот это Ну, уже очень интересно. своеобразная, но очень своеобразно. Такой нет. Вот это да. Это вооруженная Супер. до зубов избушка на курьих ножках. Да? И попробуй ей сказать, повернись к лесу задом. Да? Да, и вот у нее даже есть вот специальная сетка, да, у нее здесь две зенитки вот стоят и пушка, хорошая пушка. И Класс. вот бак, да, и вот я себе придумал такую, сделал, доволен, блин. У вас очень богатая фантазия, вообще О, просто да, супер. это правда, это правда. Когда мне захотелось, мне не понравился этот сериал «Игра престолов», Ага. но тем не менее драконье яйцо я сделал. Вообще супер. Ну и банку специальную сделал. Я крышку понял. красивую. Вот это вот и «Игра престолов». Ну, у вас талант. Я бы не сказал, я просто хороший ремесленник. Ну, блин, ну, Я бы не сказал, это талант, не могу это назвать. Как если меня называют, о, ты играешь на гитаре, на аккордеоне и так далее, ты музыкант. Я говорю, нет, я не музыкант, я просто умею играть, но я не музыкант. нет, когда делаешь в кайф, когда тебе это нравится, когда у тебя это получается, туда ты себя не назовешь там вот художником. Нет. Ну, я все делаю в кайф. Я многим говорю, ребята, хотите научиться не работать и получать деньги? Ну да, а что надо делать? Я говорю, надо найти работу, которая в кайф. И тогда Ну, вы у меня тоже вот такое увлечение. такая обалденная, я люблю такие вещи. И Ну, мало это того, так, от нечего делать на работе. какая разница? Сейчас я покажу, мы тут родственники. Сейчас я покажу то, что я делаю в 3D. То же самое я делаю в 3D. Сейчас покажу, интересно? Конечно, очень интересно. Сейчас я найду, я в контакт пойду. Так, секундочку, я сейчас зайду в контакт, а у меня как раз это направление, я от него просто обалдел, я тащился, да, и делал эти вещи. Сейчас. Вот мы сейчас перейдем. Ну, не отлетай, только не отлетай. Ой-ой. Будет печалька, конечно. Мы сейчас будем надеяться, что переключится. Ну, то есть это... Дедуля грамотный такой, да, на самом деле. Да, вообще отличный ролик будет. Обидно, что переключится. Ну да, все залипло. Ну, подождем. Слетел, скорее всего. Да, молодец. Вообще, класс. Ну да, все, он залип. Не, отлетел, тихо. Блин, жаль, дико жаль.